Здравствуйте, в эфире программы «Интервью». Я представляю гостя в студии. Ильгам Галин, заместитель председателя комитета Госсобрания Республики Башкортостан, фракция КПРФ. Ильгам Алюсович, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. Ильгам Алюсович, первый вопрос, наверное, начнем именно сейчас. В Республике Башкортостан проходит в разных городах и муниципалитетах спартакиада, посвященная предстоящему Дню защитника Отечества. Да, мы ежегодно проводим спартакиады, то есть в городах и районах Республики Башкортостан, посвященную 23 февраля, Дню защитников Отечества. Конечно, оно у нас по-другому называлось во времена Советского Союза, День Красной Армии и Военно-Морского флота. Но, по крайней мере, наше старое поколение, то есть мы вместе с ними отмечаем этот праздник в виде спартакиад, в виде патриотических учеб. Наши коммунисты ходят по школам, учебным заведениям, рассказывают во время Великой Отечественной войны, как тыловики работали, как наши ребята сейчас защищают нашу родину, ну и так далее и тому подобное. Ильгам Алюсович, из минувших мероприятий отмечу, и прошла акция по помощи бездомным, если не ошибаюсь. Что было сделано? Мы ежеквартально посещаем вот этот монастырь, храм Божий, как хочу сказать, да, ведь в Нижегородке там прекрасный священник, вот как бы мы покупаем совместно с нашими депутатами нашей фракции продукты питания и привозим туда. Конечно же, стараемся не только продуктами питания помочь, и также социально адаптировать, потому что много пациентов, я хочу сказать, пациентов, потому что они все больные, пытаемся им документы помочь оформить, в больницу на учет поставить, реабилитировать. Там среди этих, как говорится, больных людей находятся довольно хорошие, прекрасные люди. Вот последний раз я познакомился с одним профессором, который 4 языка знает. К сожалению, судьба у него сложилась так, что его дети выставили на улицу, и вот работники храма его подобрали. Он готов даже работать, хотя ему 78 лет, попросил только очки. Вот я, говорит, готов еще до сих пор, говорит, переводить с иностранного языка на русский язык. И вот такие люди есть там. Ильгам Алюсович, если вернуться именно к парламентской деятельности, то 20 февраля предстоит заседание Госсобрания, уже определены вопросы, которые будут обсуждаться. Какие из них вы бы отметили, какие наиболее актуальные? Вот сейчас будет отчитываться министр внутренних дел и по правам человека. Да? И, конечно же, один из главных вопросов, который мне задают мои избиратели, ну, могу сказать, и наши избиратели, по мигрантам. На самом деле, что происходит? Вроде бы нет рабочих рук, да ведь? Ну, мигрантов тоже там нету. Вроде бы все преступления вокруг вот этих мигрантов, да ведь? И мы до конца не можем навести порядок. То ли их депортировать, то ли их здесь узаконить и так далее и тому подобное. Вот эти вопросы меня и моих избирателей очень сильно интересуют. Конечно же, мы этот вопрос зададим, как они выстроили вот эту структуру. Будет обсуждаться еще несколько законопроектов, в том числе и государственный реестр национальных памятников Республики Башкортостан, список, который обсуждается таким образом, чтобы еще и он пополнялся. Также будет обсуждаться и документ ОСАГО, который, может быть, теперь не так актуален при регистрации. Да, эта инициатива тоже будет рассматриваться. Вот какие еще вопросы вы бы отметили из повестки дня? Вот смотрите, вот памятники, которые культурное наследие, надо было сделать давно реестр, то есть полный анализ сделать, и мы должны знать на сегодня, какое количество их и какое количество будет в дальнейшем. Сделать оценку, чтобы была оценка, потому что есть предприниматели, которые готовы сегодня же вложиться и начать реставрацию. На каких условиях? Вот здесь у нас проходит пробуксовка. Вроде бы и эти сооружения есть, да, эти. Вроде бы есть и предприниматели, которые деньги хотят вложить. Где-то мы не дорабатываем, мы чиновники не дорабатываем. Мы не можем им преподнести, чтобы начали буквально с завтрашнего дня работать прекрасно. Строить, реконструкцию делать и так далее и тому подобное. Конечно же, нас, парламентариев, депутатов и моих избирателей интересует повышение цен на ГСМ.
Потому что мы порой видим каждую неделю там на 20 копеек, на 30 копеек поднимаются цены. Антимонопольная служба не работает. Я сам лично несколько раз писал депутатские запросы. Поэтому как-то надо все равно какой-то консенсус находить. Вечно же не может подниматься цены на ГСМ. И либо они должны были его застопорить на какой-то сумме, да, и в течение года поднимать, чтобы народ хотя бы знал, ну не каждый день цены поднимаются. Это, конечно, нас очень сильно волнует. То мы, как все видим, да, эти всех касается Баш-РТС. Баш-РТС, цены растут, не регулируется ничего. Вроде бы мы выходили наша фракция выходила в свое время альтернативным вид топлива, то есть газом отапливать. Нам, как говорится, потихонечку начали ставить подножки. То проект не согласовывает, то дом старый, то еще-то. Хотя бы население экономило уже 30%. Поставили котельную на крыше и спокойно бы в автономном режиме работали бы. Потому что если 40 градусов, да, мороза, то надо жарче делать. Если 10, то меньше для экономии. А потом, может быть, и это тепло надо включать, допустим, как в этом году, да, в конце ноября или в начале, то есть в конце октября, да, или в начале ноября. И, может быть, если теплая весна будет, уже в мае не надо его включать. А у нас как в сентябре включат, и до конца паровоз едет. Все с собой вот накручивая. И потом все лето наши люди платят деньги за отопление. Конечно, вот здесь вот надо полностью рассмотреть это все. В идеале, конечно, наша партия вернуть бы государству, под контроль государства. Вот эти, чтобы цены не поднимались, мы бы хотели бы вернуть, конечно, государство, под контроль государства полностью. Это другое дело было бы. Ну, очень многих действительно возникает вопрос по поводу квитанций, которые получили именно квитанции за отопление, потому как и стоимость там достаточно баснословная. Ну, удивляет. Мотивация у них такая. Я спрашивал, почему у вас цены такие большие? Ну, якобы газ там они покупают дорогой, там, за 3-9 земель. Привозят и покупают. Но это, конечно, я их ответ не понял. Но по обслуживанию вот оборудования газового я сделал депутатский запрос. Мы поработали с моими помощниками буквально почти полгода. И все-таки цены снизили. Это вот одна из хороших достижений для населения. Они цены снизили. Ильгам Илюсович, если говорить о приемах граждан, которые ведут депутаты в течение всего месяца, то какие в основном вопросы возникают, с чем обращаются? Вот смотрите, в зимний период, да, как обычно, Баш-РТС, гололед, травмы, автобусы не хватает, продукты питания в цене растет, вы сами знаете. Там в один год огурцы в 3-4 раза даже поднялись. Про картошку уже говорить нечего. Понятно, сейчас не сильно они поднимают, потому что все-таки, может, у хозяев вот этих вот продуктовых магазинов совесть проснулась, конечно, может быть. Но сейчас такого подъема нет, как раньше. Ну, в летний период уже наши бабушки, дедушки, все ездят в огороды, вовремя автобусы им не предоставляют, вовремя. Ну, я сам проверял, конечно, автобусы предоставляются вовремя. Но всегда что-то не хватает, поэтому это вот дежурный их не вопрос. Вот в огород надо их отвезти, с огорода их привезти. Это, в принципе, у нас в Республике Башкортостан это поставлено на серьезном уровне. Ну, а если говорить о квитанциях Баш-РТС, то к кому можно обратиться? Баш-РТС эффективно на сегодняшний день работает прокуратура. Мы вот с прокуратуры в ручном режиме отбиваем некоторые моменты. Вот если, допустим, жители одного дома обратятся с коллективным обращением, да, я делаю запрос в прокуратуру, и прокуратура здесь подключается, и мы можем вместе с ними привлечь эксперта, и эксперт уже рассчитает именно вот по этому дому, потому что теплосчетчики стоят почти в каждом доме. Если эти счетчики работают, можно высчитать за тепло. Ильгам Илюсович, если говорить вновь об обращениях жителей республики на прием, именно есть ли вопросы, касающиеся бойцов спецоперации и их близких? Вот сейчас мы этот же год в поддержку
ребят, которые как бы участвуют в специальной военной операции, не только их семьи. Да, мы это производим часто, потому что женщины, жены, мамы, там, это, ну, семья, которая здесь осталась, приходит, мы им всячески их поддерживаем, потому что там, может, на учебу куда-то надо устроить, может, там дрова надо привезти. Это мы все делаем. И, конечно же, мы ждем наших ребят, которые вернутся и возворачиваются даже в отпуск. Мы этому радуемся, спрашиваем даже вот в узком кругу, как там живется, как воюет и так далее. Ну, мы гуманитарную помощь, конечно, отвозим, но там другая обстановка. А здесь как бы он, наш солдат приезжает, это наш защитник, наш солдат, он полностью раскрывается. И некоторые моменты может там не договорить, а здесь уже как бы он может рассказать все. Вот к этому моменту, да, ведь реабилитационные центры нужны нашим ребятам, чтобы они приехали сюда, мы их, как говорится, адаптировали в социальную среду, чтобы они вошли, может быть, во время этого процесса где-то подучили. У нас очень много специальностей, которые востребованы. Допустим, вот сварщика очень тяжело найти на сегодняшний день, экскаваторщик, крановщика, вот таких вот рабочих профессий, да, они на сегодняшний день оплачиваются хорошо, но специалистов нету практически. Ильгам Илюсович, и коротко о планах на предстоящий ближайший период. Ну, партия работает в рабочем режиме. Мы утвердили по всем райкомам и городам график работы на 2025 год. Там, в ближайшее время мы проведем такие празднования, как 5 марта, день рождения Сталина, в апреле день рождения Ленина, и пошло-поехало вот так вот. Потом 9 мая мы встретим вместе с вами, проведем субботники, экологические мероприятия, посадка, высадка деревьев в парках, которые мы уже заранее, уже несколько лет за этими парками ухаживаем, приглядываем. Там вот мы высохшие деревья, как говорится, вместо них уже свежие подсаживаем. Вот такими вещами мы занимаемся. Ильгам Илюсович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились тем, чем живет сейчас партия КПРФ, республиканское отделение ее. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и встречи у нас в эфире телеканала. Спасибо. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.